Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 24 июня 2024 года, 16 часов 38 минут по Берлину, 17 часов 38 минут по городу Джохару, друзья. Я вас приветствую сердечно. Так, наш стрим. Вещаем мы на YouTube-канале Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Все, кто не находится в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Все, кто находится, те просто смотрите. Ну и, конечно же, подписывайтесь, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Атака спецслужб РФ под флагом ИГИЛ и мобилизация в Дагестане». Давайте об этом и о многом другом поговорим. Но перед тем, как начать о событиях в Дагестане, как обычно, о самых главных событиях, которые происходят у нас на украинском фронте. От Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По традиции, чтобы вы знали, что идет кровопролитнейшая, нечеловеческая, жестокая война против свободной Украины только лишь за то, что украинцы не захотели жить так, как им указывают их многовековые гонители. Причем гонители они не только украинцев, но и русских, которых они гонят опять же против Украины. Итак, за прошедшие сутки, и не только русских они гонят, за прошедшие сутки уничтожено и ранено, внимание, 1300 оккупантов и террористов, которые пришли на землю Украины. 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система, 27 БПЛА, 2 крылатые ракеты, 56 автомобильной техники и цистерны и 20 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине! Вот что я могу сказать по этому поводу. Так, что у нас тут? Валейксалам, Довели, агент, все героям слава. Все будет Ичкерия, дай бог, обязательно. И, друзья, пишите ваши комментарии. И сегодняшняя тема, как я ее уже назвал, она будет основная, которую мы будем сегодня обсуждать. Давайте об этом и о многом другом поговорим. Конечно же, демократ, конечно же, к нам зайдут наши любимые хейтеры, которые сейчас будут просто кипеть от злобы. Но я вам сегодня расскажу правду. Правду, которую вам никто не расскажет. А эта правда будет основываться на нашем личном чеченском опыте, как мы это все видим. И знаете, я недавно разговаривал, буквально вчера, по-моему, это было, ну и поздно ночью это было. Разговаривал с человеком, и я ему начал рассказывать разные основы свои, там разные там умозаключения, и он мне сказал: знаешь, когда ты вначале говорил, что за этими террористами, за этими там разными радикалами стоят российские спецслужбы, я думал, у тебя, как у чеченца, какое-то предвзятое отношение к этому, и поэтому я немножко не верилось до конца, что ты говорил. И теперь я понимаю, говорит, что ты был прав. И знаете, мне вспомнилось то, что говорили Джохару Дудаеву, который говорил то же самое, что после Чеченской Республики будет Украина, Крым, Европа будет, что разрастется до невероятных масштабов все это такое. Но почему-то все беспечно, или политики, вот, наверное, слабость демократии заключается в этом, или слабая демократия, или слабом правительстве, наверное, заключается причина в том, что когда политик сегодня думает только лишь о том, чтобы набрать рейтинги и занять там кабинет, кресло, и не думает, что будет через 30 лет, когда он уйдет на пенсию,
то это вызывает, конечно же, колоссальные проблемы, потому что можно абсолютно не думать ни о чем и пускать ситуацию и будущее на самотек. Как-то так. Ну, давайте вернемся к нападению боевиков в Дагестане. Я вам напомню, Дагестан является российской провинцией, нету никакого независимого Дагестана или независимых дагестанских каких-то там государственных органов. Все, Дагестан это полностью, тотально под контролем российских властей провинция, и ничего случайно там уже не происходит. Я считаю, и у меня есть на это основание, давайте об этом будем говорить, вы можете задавать мне вопросы, вы можете опровергать мои доводы, и я постараюсь опровергать ваши, если, конечно, найдутся такие доводы. А так, я считаю, что за атакой на синагогу и церковь стоят российские спецслужбы. В частности, я считаю, за этим стоит Главное управление Генерального штаба Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации, и Национальный антитеррористический комитет, так называемый НАК. Они стоят за всем этим делом. Дело в том, что они очень большие специалисты по проведению таких операций. Конечно, бывают проколы, как в этот раз случился. Но это их конек. Этим они только умеют заниматься. Вот этим они и занимаются. И если вы обратили внимание на заявление Мелихова, Меликов есть, да, Меликов его фамилия, это военный преступник, это соучастник и непосредственный участник геноцида чеченского народа. Именно поэтому он награжден и поставлен во главе Дагестана за то, что он убивал чеченцев, за то, что он убивал дагестанцев на территории уже Дагестана. И он, если вы помните его обращение, которое он сделал, он начал говорить о том, что террористы напали на молельные дома, на святыни, забыл выражение, которое он использовал, которое он 2 раза пересказывал это. И тем самым он давал понять, что да, напали на синагогу и на церковь, понимаете? На церковь, я думаю, напали потому, что отвести от себя внимание. Потому что ни раньше, ни до, ни после на церковь все-таки не нападали. Если даже нападали, то это были провокации российских спецслужб, как и в этот раз. А синагога, говорят, и в Махачкале обстреляна, и в Дербенте подожгли синагогу. Это вот главный объект нападения, на мой взгляд. Конечно же, менты должны были быть тоже ликвидированы, которые оказывали бы сопротивление и, возможно, принимали участие специальные террористы, которые готовятся для этого, для отвлечения внимания, например. Может быть, никого из таких террористов, которые реально думали, что они там что-то делают во имя Аллаха, там, возможно, не было вообще никого. При попытке поджога синагоги в Дербенте 2 братьев Омаровых и их кузен были ликвидированы. Я не знаю, эти 3 были или нет, но есть в сети видео, где 3 мужчин с оружием, с автоматами идут по проезжей части и останавливают автомобили, которые им попадаются. И точнее, они пропускают все иномарки и останавливают 9-очку. Жигули, Ладу они останавливают. Ну и 9-ка, может, что-то, 14-я, как она там сейчас называется. И он делает один выстрел, один из мужчин делает, они все в черном, делает один выстрел в воздух, тот быстренько останавливается, он к нему подходит, что-то говорит, тот быстренько выходит из машины, отбегает, возвращается, забирает свою куртку, водитель. Эти спокойно садятся в эту машину. И такое впечатление у меня создалось, что эта машина была им подогнана под видом, как будто ее они отбирают.
С какой целью именно вот эта машина, тоже непонятно. Затем, если же уничтоженные 3, у меня пока нет этой информации, если уничтоженные вот эти 3 человека, севшие вот в эту «Ладу», являются теми братьями Омаровыми и кузеном ихним, то это как-то объясняет, что они попробовали скрыться, подожжев синагогу. И в итоге нарвались на заслон какой-нибудь ментовской и их просто расстреляли. А другая группа, которая действовала в Махачкале, она могла уже автономно действовать. И, например, они зарезали протоиерея Махачкалинской церкви. И убили, нет, в Махачкалинской церкви они убили сторожа, если правильно, потому что информация разнится. И очень трудно сейчас все это в единую картину сложить. Но без сомнения одно, что на территории Дагестана не могут действовать никакие группировки, которые могут занимать высшие городские посты. Глава администрации, отец вот этих двоих убитых и дядя одного из убитых, Магомед Омаров, по-моему, его зовут. По всей видимости, это была провокация российских спецслужб для того, чтобы начать мобилизацию дагестанцев. Вы помните, в самом начале началась мобилизация, и тогда мы все призывали, кроме Хабиба Нурмагомедова, все призывали к тому, чтобы остановить насильственную мобилизацию и не брали людей на войну. И тогда удалось сбить эту волну, удалось. И российские власти, испугавшись, а в Дагестане огромное количество мужского населения, это, по-моему, самые, Ингушетия, Дагестан, самое большое количество мужского населения, очень много молодых мужчин, и много тех, кто не верит российской власти и закрылся на религии. В принципе, они не против власти. Они вот живут себе, признают себя россиянами ментально, психологически. Но если начать их отправлять на убой, на войну, то эти люди однозначно восстанут. В этом нет сомнений. И когда мы тогда призывали женщин, конечно же, мы имели в виду этих самых мужчин. Просто мужчинам выходить небезопасно, и должны это делать вначале женщины. И если уже применяется сила к женщинам или их какое-то насилие по отношению к ним, тогда уже, да, конечно, тогда будут вступать мужчины в это противостояние. А так, чтобы показать мирное намерение, конечно же, лучше всего вначале, чтобы это были женщины. И тогда это возымело эффект. Сейчас, понимая, что им не хватает мяса, а Дагестан на первом месте по потерям в Украине, так называемой СВО, и первое место по количеству участников, именно жителей Дагестана, Чеченская республика, временно оккупированная Ичкерия, там тоже очень много собираются. Там еще есть, она на первом месте, Чеченская республика, которая отправляет, так как там есть главный вот этот полигон, террористическая база, вот, так называемый институт русского спецназа, что ли, или какого-то там спецназа. И туда съезжают со всей России, их одевают, обучают и уже отправляют. Поэтому, так, если брать по регионам, Дагестан занимает первое место. И по потерям, и по участникам в войне против Украины. И сейчас это самый повод, если сейчас дагестанцы промолчат, и все кавказцы, и все мусульмане, которые проживают в фашистской России, вы должны понимать, что пришли за вами. Крокус-Сити операция была также рассчитана на то, чтобы вас начать привлекать, азиатов, гастарбайтеров, проживающих, начать привлекать. И в определенной степени им это не удалось сделать, в определенной степени. Хотя все-таки какой-то ажиотаж, работа была. Но и сейчас, без сомнения, нападение на синагогу, о том, что говорит Мелихов, что на культовые сооружения, он сказал, напали. Обычно, когда террористы совершают какие-то нападения,
всегда, если у них есть какой-то посыл, а чаще всего бывает посыл у любого террористического акта, если это, конечно, не делают российские спецслужбы, хотя и они делают такой теракт, чтобы посыл выглядел как будто там для там игиловцев, от игиловцев и так далее. Как это, например, было здесь в Германии, когда футбольную команду Дортмунд-Боруссия взорвал российский гражданин, бывший уроженец России, Сергей Винергольд, который переехал сюда и тоже притворялся исламистом, писал записки, якобы он исламист. На самом деле оказался выходцем, уроженцем Челябинска парень. Поэтому вот такие вот вещи, которые происходят, они наталкивают на мысль, что российские спецслужбы целенаправленно уничтожают свое население и поднимают такой вой специально. Дело в том, что сейчас Израилем после нападения на день рождения Путина, акта геноцида еврейского народа 7 октября 2023 года, с тех пор Россия, Израиль, в принципе, уже в открытую начал противостоять России, заявлять, по крайней мере, видимо, и помогать Украине, тоже уже начали более активно, пока это неизвестно, но я полагаю, что так и есть. И что теперь Израиль является законной целью террористического учреждения КГБ СССР, ФСБ, которые сейчас будут атаковать евреев для того, чтобы стравить мусульман, евреев, разжечь вот тот самый мировой пожар религиозной революции, который им никак не удается разжечь, хотя они очень стараются. И вот это мы тоже видим в этой же канве, в этой же парадигме, в контексте, если точнее, то вот в этом же направлении мы видим, что да, Россия движется, и вот сейчас антисемитские выпады, антисемитские нападения, мне кажется, большому сожалению, они будут продолжены на территории фашистской России. И, конечно же, в этом будут обвинять мусульман. Сейчас, в частности, это сейчас в Дагестане происходит, да и дальше будет больше. Дальше это будет происходить. И атака на евреев, а затем мобилизация на войну мусульман, вы же тут террористы, вы же тут исламисты, и как бы и Западу показать, смотрите, мы защищаем ведь евреев. Это тоже так будет выглядеть, ведь правильно? Ведь для простого обывателя будет видно, что, смотрите, вот эти дикари нападают на синагоги и на церкви, а российская власть их мобилизует, ну хоть какой-то толк от этих сумасшедших, от этих дикарей там и так далее, тогда так это будет преподноситься. И мы это должны сейчас же пресекать и должны разгадывать те. И это, конечно, должны делать и дагестанцы. Особой активности дагестанцев я не вижу в этом направлении. Только симулякры, блогеры непонятные. Кстати, тоже очень интересное такое наблюдение. Замешана ли в этом Турция или нет? Тоже вопрос возникает. Потому что, например, в Турции сидят разные деятели. Конечно, пока этому еще рано давать конкретную оценку, но в Турции и здесь, в Европе, сидят деятели, которые фактически уже какое-то время, продолжительное время, рассказывают, что нужно проводить диверсии такого исламского религиозного толка. Опять движение у них, они там рассказывают, что нужно проводить там нападения, диверсии, атаки, там, третье, десятое. И на кого тогда получается? На синагоги и церкви, что ли, призывали? Это значит, готовили там исламских террористов там на синагогу и на церковь, что это все военные и угрожающие объекты, что ли, на Кавказе для исламистов, для каратистов, что ни ФСБ не нашлось, ни военной базы не нашлось, ни чиновников не нашлось и так далее. Чем сжигать синагогу, можно было бы, например, своего батю привлечь к ответственности, который, вот этот Амаровый, который пошли сжигать, ведь он у них чиновник, а сами 100% являются сотрудниками силовых структур. Это предстоит проверить, если задним числом сейчас не будут увольнять, или же они просто являются агентами. Чаще всего бывает, ты не оформлен, а просто числишься каким-нибудь там
охранником своего отца и так далее, но выполняешь приказы ГРУ или ФСБ. Вот такая вот система, ситуация вырисовывается, друзья. И давайте об этом и о другом поговорим. Давайте. Давайте об этом и другом поговорим, друзья. Аслан, нападение Хамас 7-10 не связано с днем рождения. Надо было сорвать мирный договор с Саудовской Аравией, говорит. Ну, я не знаю, какую ты сейчас мне версию говоришь, но я не верю, что это не связано. Ни на секунду я не верю, что не связано. Потому что я не знаю, какой там договор с Саудовской Аравией, какой там с другими договор, но я знаю, что Путину кровь из носа и России, и ФСБ, и ГРУ, кровь из носа нужно отвлечь внимание от Украины. От Украины можно отвлечь только лишь начав либо ядерную войну, либо на уровне ядерной войны религиозный исламский джихад, всемирный джихад поднять. И в определенной степени, когда была вопиющая несправедливость в отношении мусульман, это работало, эта схема работала, хотя все не поднимались, конечно же, но большая часть мусульман на земле всегда сочувствовала, и чеченцам сочувствовала, про простых, не про власть я говорю, про простых людей я говорю, и не только мусульман, конечно, но если брать только мусульман. И то же самое было в Сирии, когда было видно вопиющая жестокость, что в России, что Асада. Тогда мусульмане как-то мобилизовались. Было видно, что мобилизуют и переживают. Простые люди, которые поехали помогать там и так далее. А когда было нападение на Израиль, я не увидел этой мобилизации. Я увидел шок и непонятие, непринятие мусульман вот этой ситуации. Никто не хотел, да, есть основания считать, что Израиль там захватил палестинские земли или там земли арабов Палестины, там, которые им в соответствии с решением ООН 47-го там, да, года, по-моему, 47-го года там должны соблюдать. И недовольство Израилем в мире среди мусульман при учетом пропаганды, оно есть, было. И какое-то время, я думаю, останется. Но то, что был совершен акт геноцида по отношению к евреям, это у мусульман не вызвало, практически разногласий не вызвало. Даже мусульмане начали более склонны стали. Наоборот, это помогло евреям. Да как бы это ужасно не звучало, но это помогло завоевать больше доверия в исламском, мусульманском мире после того, что сделали вот эти террористы Хамас. Поэтому нет, это было нападение именно. И вот продолжение сейчас нападения, которое сейчас происходит, нападение в Дагестане, события, которые происходят, вот эти антисемитские, это все звенья одной цепи. Ну, конечно, арабам это нужно, мы видим, туркам это нужно. Да, турки сами, может, особо ничего не говорят, сами, пытаются что-то, своих там миньонов использовать, там каким-то образом подстрекать эту ситуацию. Вот так как-то это выглядит. Поэтому нет, я не сомневаюсь нисколько, что это было сделано по заданию, в том числе, конечно, не только Россия там занята, там, конечно, Иран, там и деньги, там и все остальное, конечно, и оружие, и все остальное присутствует, но я думаю, что это было сделано именно поэтому. Для того, чтобы... Они пошли ва-банк, они уже боятся очень сильно. Ну, давайте дальше. Я не спал, друзья, я не буду вести долго стрим. Я вчера вот изучал вопрос вот с этим, то, что в Дагестане, столько у меня в голове было, я составил небольшой документ, и этот документ, у меня вышел столько мыслей, я не поместил, которые потом приходили, потом появлялись, когда что-то новое смотрел. Но в принципе, и чем больше я сейчас изучаю этот вопрос, который сейчас связан с Дагестаном, тем больше я прихожу к мнению, что, конечно же, за этим стоят российские спецслужбы. Абсолютно и однозначно. И гибель вот этих двух братьев и их кузена,
сыновей начальника или главы района. Этому очень сильно подтверждает. Посмотрите еще раз, вам советую посмотреть обращение Меликова, где он прямо ну, фактически вот, ну, наталкивает всех на мысль, уже 2 раза он повторяет, он тупой, он солдафон тупой, и хотя хитрый, конечно, и убийца, но все равно вот он хочет показать, что это нападение на синагоги, нападение там на культовые сооружения, там церковь и так далее, и так далее. Потому что без сомнения, в Дагестане нашлись бы объекты, которые реально вредят людям, а не те, которые представляют символ, и выгодно это России. Показать евреям, как они сейчас будут зачищать мусульман. Это самая любимая тема сейчас будет русских. Таким образом, русские всегда, показывая, как они Западу, как показывая всем, как они жестоко, коварно, там, цинично уничтожают людей, и как представляя себя какими-то там христианами, защитниками там, христианства, там, западной цивилизации и так далее. Хотя русские не являются христианами, они самые настоящие ленинцы. А Ленин — это дьявол, это сатана, это их бог, который миллионами их убивал и создал систему, которая убивала их миллионами. Они на Красной, на самой главной площади положили его труп и ходят, водят детей туда. А сами живут на кладбище под названием Кремль. Вот такие вот. Никакой христианство, там, как они там пытаются преподнести там ислам, христианство, они сейчас тут объединяются, борются против Украины, там разные деятели у них рассказывают. Это абсолютно не так. Никакого ни христианства, ни мусульманства они не представляют. Самые настоящие сатанисты. И только лишь потому, что у них Ленин лежит, их убийца лежит на Красной площади, они ему еще молятся, это говорит о том, что их Бог не является Иисусом или кем является у христиан Бог. Как-то так, друзья. Давайте дальше. Да, совершенно верно, демократ. У них своя религия. Они уничтожили все религии и создали свою новую религию. Да, совершенно верно. Так и было. Еще в 17-18 годах они этим занимались. Выскажешь насчет Хабиба. Сначала он всем своим поведением радикализирует молодежь, а когда что-то происходит, пытается лицемерно выйти сухим из воды. Ну, про Хабиба я уже все сказал. Это не тот человек, о котором мы будем много времени уделять. И вы сами видите, когда была мобилизация, человек ничего не говорил. А сейчас, конечно же, у него задание сейчас уже быть здесь на Западе и попытаться оказать влияние тут здесь на Западе. Асан. Моя бабушка еще 100 лет назад сказала, пока сатану не захоронят, не видать России удачи. Да, ну, она им не нужна, в принципе. Так, давайте я почитаю еще комментарии. Еще, знаете, возвращаясь, вот давайте еще, у меня тут мысли были, я реально не выспался, я несколько часов перерывками спал, потому что не было времени. И, знаете, сейчас, одну секунду. Например, они говорят, что они занимаются там борьбой с терроризмом, борются с исламистами и так далее, и так далее. А ведь на самом деле у них уже закончились исламисты. Они уже 150 раз сказали, что они победили международный терроризм. И все, кто сейчас является какой-то радикальной, являются полностью под их контролем, полностью ими управляемой. И вот какая ситуация. Сейчас, в 2017 году,
они задерживают несколько сот молодых человек по всей республике во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Выделяют из них около 100 человек, которых они обзывают амирами, для того, чтобы их потом ликвидировать. Других там по разным, там кого-то сажают, кого-то там отпускают, и отпускали некоторые. А вот тех 100 человек, которых они объявили, они их казнят, пишут, что их вынуждают писать, что они как бы отпущены из ментовки, потом их казнят. Их телефоны отправляют в Сирию, из Сирии звонят своим родственникам и пишут сообщения, говорят, мы на джихаде, все нормально, все отлично, там 3-10, добрались до Сирии там, и так далее. А люди уже казнены, убиты, мертвы. И с их документами, своих вот этих террористов, которые вчера напали на синагоги и на церкви в Дагестане, в провинции, российской провинции Дагестан, вот фактически совершают вот такие вот убийства, совершают такие вот террористические акты под видом религиозных фанатиков. Под видом религиозных фанатиков. И тогда, в 2017 году, главарь УФСБ Игорь Хвостиков, нужно обязательно, конечно, иметь в виду главаря по Дагестану сегодняшнего, я его фамилию не знаю, он 100% причастен к этому делу, так как он входит в НАК Дагестана или возглавляет этот НАК Дагестана, может быть возглавляет, может входит. И, конечно же, Мелихов и все они заодно для того, чтобы раскачать ситуацию, поднять мусульман Дагестана на войну, отправить насильно, мобилизовать их под мировое одобрение. Ведь вот этих дикарей, нужно же, которые нападают на синагоги, срочно нужно отправить на войну, и там их украинская армия утилизирует. Ну вот как-то так это я вижу, и они фактически не имеют людей, понимаете, у них кадровый голод, им не хватает людей, которые бы они могли, имеется в виду кадровый игиловский голод. У них нету людей, кто готов брать вот эту сумасшедшую идею на себя и становиться жертвой. Уже практически не осталось таких людей, которые готовы вот так дать собой манипулировать. Есть отдельные группы, есть, которые там где-то у себя закрылись, там где-то что-то там делают, но никакой силы и никакой погоды эти люди делать не могут. Если им не помогают, конечно же, какие-либо спецслужбы. В частности, есть основания, если вот сейчас все так идет, есть вот в Турции сидят, здесь в Европе сидят разные деятели, блогеры, якобы там как журналисты, там якобы кто-то там из пишущих, которые, ну, фактически призывали готовить нападение и для Запада, и для Украины. Это выглядит как будто, ну да, вот сейчас там поднимет Бучу там и так далее, и так далее. Но на самом деле все происходит ровно наоборот. Если кто-то думает, что поднимается Буча, нет. Буча создается только для картинки в наших глазах, в наших умах. Для власти российской никакой Бучи нет. Они используют эту Бучу при помощи западных или турецких, или украинских, или там каких-нибудь там других людей, которые могут как-то им в этом поспособствовать, и использовать. Они говорят, да, вместе давайте сделаем. Тоже еще один очень интересный случай я вам расскажу. Помните атаку на школу в Беслане в 2004 году, да? И тогда это была 225-я школа. В этой школе тогда, напомню, погибло 186 детей. И всего российская армия, она убила этих 186 детей. Российская армия до этого, до убийства осетинских детей, она убила 42 тысячи чеченских детей. То есть 255 школ она уже сожгла, убивая детей. И потом произошло вот это событие в Беслане. Так вот, там была ситуация приблизительно, вот, про которую я вам рассказываю. Там российские спецслужбы задержали осетина, чей брат был в отряде Басаева и погиб. И ночью брат якобы пришел на могилу прочитать там Коран к своему, потому что его искали, и он это делал тайком ночью.
И вот когда он пришел на могилу, его там задержали, там была засада, его задержали. Его долго пытали, потом ему сказали сотрудничать, он согласился, его отправили к Басаеву, чтобы работать. И в итоге получилось, что он признался Басаеву, что его завербовали российские спецслужбы и так далее. И вот так нарисовался захват школы. Дело в том, что российские спецслужбы все готовили для того, чтобы они зашли туда. Понимаете? Все. Но они должны были тогда зайти не в школу в Беслане, а в этом же Беслане есть административное здание. Они должны были зайти в это административное здание, а там якобы готовилось какое-то большое собрание всей Северной Осетии или даже всего там Кавказа, там Северного Кавказа. Там кто-то якобы должен был собраться. И эти люди приезжали туда. Вот эти там Засохов, там Коков, там кто у них там были, вот эти деятели. Самые главные приезжали. Но они приезжали и через задний вход выходили, и там их как-то убирали, чтобы их там они не набирались. И российские спецслужбы намеревались туда Басаева их заманить, и они должны были войти в эту школу. И там их должны были всех уничтожить. Но Басаева, они полностью подошли под это дело и просто поменяли объект. Это так Шамиль Басаев рассказывает. Как-то так, да. Так, поэтому все, что угодно делают российские, они отстреливают своих ментов. Вот сдавшие Ахмед Яндиев, Мавацари, Магас, Амир Магас. Он, например, был сдан тем человеком, который расстреливал ППСников, простых ингушских ментов расстреливал. Ему говорили, зачем ты расстреливаешь? Он говорил, я их ненавижу, я на джихаде там, и так далее, и так далее. Он оказался агентом российских спецслужб, убивал ментов, ему разрешили убивать ингушских ментов, и для того, чтобы добраться там для высокопоставленных там лидеров кавказского сопротивления. Ну вот как-то так было. Поэтому часто это делается, и Россия всегда, точнее, использует вот эти грязные приемы. Давайте я почитаю комментарии. Мне тут задают вопросы. Хочу по теме с вами говорить, друзья. Давайте, если вам что-то не нравится, вы не согласны, задавайте вопросы. В споре рождается истина. Исламистов нет, есть агенты ЦРУ, ФСБ и МОСАД, говорит, сионист из Израиля. Этот сионист из Израиля почему-то не написал, что есть агенты ФСБ и ГРУ, когда мы как раз говорим о ФСБ и ГРУ агентах. Понимаете? Это делает вывод о человеке, да? Когда чеченских детей убивали, ни слова не говорили. А как про Беслан, так везде трезвонят об этом. Совершенно верно, демократ. Такое лицемерие, такой цинизм, такие двойные стандарты. Ну просто позорище просто было. Памятники ставят, там засыпали золотом и деньгами там это. Конечно, они пострадали, там и родственники, всем нужна и помощь. Но такой цинизм, такое пренебрежение чеченскими жизнями, жизнями чеченских детей, тьфуй на вас, на всех, блин. Как вспомню это все, да. А сейчас теперь начали, зашевелились все, да. Ой, Россия придет, ой, Россия придет теперь, да. Так, давайте. Дагестан поднимается, это хорошо. Запасаемся атакамсами и попкорном. Генерал диванных войск. Генерал диванных войск. Дело в том, что Дагестан не поднимается. Это провокация российских спецслужб.
это россияне совершили нападение на синагоги и на церкви. Это обман. Нам рассказывают, чтобы мы подумали, что вот сейчас везде там в украинских вот этих разных пабликах русскоязычных все началось, с Дагестана началось, там уже начинали, ОМ-ТВ, ГБшный просто, там печать ставить негде, ОМ-ТВ есть такой украинский русскоязычный. Они тоже, вот, Дагестан, про Крокус то же самое говорит, началось, да, и несут чушь. Нет, не поднимается Дагестан. Наоборот, понимаете, если мы признаем, что нападение совершили дагестанские радикалы, исламисты, то мы помогаем скрыть реальных нападавших, это российские спецслужбы, и мы помогаем им мобилизовать вот этих мусульман, которые завтра против украинцев в окопе окажутся. Понимаете? Не пьющие, не курящие и меньше боящиеся смерти, чем другие. Потому что им религия так, философия такая. Понимаете? Вот что может быть. Не то, что мы хотели бы увидеть, что вот Дагестан поднимется, сметет все. Нет, это вот там рядом не стоит. Вообще рядом не стоит. Понимаете? Так, давайте дальше. Крокус-Сити тоже спецслужбы РФ. Сами убили людей, а бедные таджики-террористы. Да, я тоже думаю, что за этим стояли российские спецслужбы. Да нет в Дагестане какого-то движения к сопротивлению. Только несколько блогеров-шариатчиков в Турции есть. И то этот исламизм надо искоренить в Дагестане. Демократ, совершенно верно. Нету там сопротивления. Дагестанцы, в принципе, они готовы быть россиянами. Главное, вот эти мусульмане, вот эти с бородами, они готовы быть россиянами. Они не хотят сопротивляться. Они хотят просто гладить бороду и все. И чтобы их никто не трогал. Если кто-то придет им, даст им свободу, волю там, и так далее, да, они готовы воспользоваться. Да, молодежь там можно рекрутировать какую-то, но по большей части никто не хочет сопротивляться. Если их сейчас будут мобилизовать, и если они окажутся виноватыми, и они же все, вот эти религиозные вот эти группы, вот антисемитизм это их основное золотое правило. Они не про Россию, не про ФСБ не говорят. Вот про антисемитизм это у них конек. И вот все, кого вы там видите, они, может, вам не признаются, но нужно у них обязательно одна из галочек, как у русских, в том числе либералов, это гасить чеченцев. Также у этих там поставить галочку по поводу там антисемитизма и антиизраилизма. Это у них все имеется. И вот если они посчитают, что это их единомышленники, их братья по вере, какая у них там вера, по секте, можно так это интерпретировать. Если это признаются, что это они, то они почувствуют себя виноватыми. Они, может, кто-то радуется сейчас, что думает, о, наши там атаковали синагогу и так далее. И если они это за собой признают, их набирают, да, они как бы виноватые получаются. Морально, понимаете? Сперва нужно, они же тоже должны поверить, что это их единомышленники напали. Ну, раз вы напали, значит, одобряешь. Написал комментарий, что ты одобряешь там атаку на синагогу. Все, давай в Украину, как раз там будут вот эти и евреи, там президент еврей, там и дружат за Палестину, там они заступаются. За Израиль против Палестины заступаются. Вот как раз иди воевать. Вот таким вот образом будут их поднимать. И я не говорю, что они делают правильно, вот этих те, кто одобряют там нападения там, на евреев там, и так далее, и так далее. Но по большей части они не являются
никакими войнами и не представляют никакой такой угрозы. Если их там пропаганду убрать и оставить, это такие мирные на самом деле. По большей части это мирные товарищи. Просто вот балаболят им, эта пропаганда заносит в голову, вот они ее и повторяют. Потому что больше ничего не видят и не знают. И, скорее всего, будет вот такое развитие, скорее всего, будет. Шариатчики, которые сидят в Турции, здесь в Европе такие шариатчики, которые там уже там как сумки собирать, как готовиться, там 3-10. И вот тебе здрасте. Нападение, оказывается, они готовили на синагоге. Вот весь вот этот запал исламских джихадистов, там покорителей халифатов, завоевателей, там уммы, защитников, там мечей ислама и так далее. Оказывается, синагогу и там престарелого священнослужителя из церкви зарезать. Вот самый главный враг оказывается. Ну, извините, тогда у нас вообще разные понятия, да? Куда мы идем, что мы делаем. Это чистый фашизм. Тот, кто это одобряет, такой же фашист. Тот, кто не убивал этого священника, не сжигал синагогу, если он это одобряет, он такой же, как который это сделал. Практически такой бы, дадим ему шанс дать. Так. Дагестанцы не были когда и не будут, и не хотят быть с россиянами. Ну, я не знаю, о каких ты дагестанцах говоришь, я вижу других дагестанцев. Ты вот один из, наверное, первых дагестанцев, который такой комментарий тут пишет вообще, или где-то об этом говорит. И были дагестанцы, ну, многих их убили, и настоящие, кто вот там сопротивлялся, они пока замолчали. Так. Друзья, я думаю, нужно мне немножко отдохнуть, потому что у меня сегодня еще один, мне нужно немножко, буквально там хотя бы час поспать. Потому что у меня сегодня еще одно интервью там должно быть через какое-то время. И давайте я на этом закончу свой стрим. Если получится, может быть, завтра, ну, завтра у нас будет с Аядом, у нас будет стрим, может быть, тогда послезавтра на русском языке мы, может быть, еще завтра вечером или завтра днем я еще выйду в эфир. Салам, Эд, салам всем, друзья. Извините, что сегодня стрим короткий, но мне нужно реально отдохнуть, потому что мне очень сегодня еще много дел и еще одно интервью. Всего хорошего, все будет. Ичкерия, слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Адикюэль Маш Оэль. Всего хорошего, до свидания, друзья.